тем он их унижает, иногда руку поднимает, иногда грубит их. И он этого называет, что «я мужчина, а ты кто такой?» Потому что это его нехватка мудрости. Когда у человека не хватает ума, кулака использует. Понимаете, о чем я говорю? Когда у человека действительно не хватает ума, он использует кулак. Вот она что. Я прихожу к несколько интересным вещам, ребята, как ученый. Это настолько необычные вещи, ребята, вы даже не представляете. Хотите, чтобы вы были умным человеком, и дети были очень умными? Никогда не бейте жену и детей. Ни в коем случае никогда это не делайте. Почему, я объясню. Кто из вас заметил, что люди, которые вот такого рода везде кулак поднимают, они умом не развиваются? Я делал одно научное открытие. Это знаете, в чем заключается? Если ты причиняешь боль любого создателя Бога, чем больше ты причиняешь боль, тем больше умственно остаешь. Анализируйте один раз вокруг, посмотрите тех людей, которые кого-то причиняют боль, кого-то обидели в детстве, кого-то избивали в школе, кого-то такое. Они так и в жизни остаются люди третьего сорта. То есть я имею в виду, в обществе они большое место не займут. Они все равно потихоньку, по крайней мере, если они кулаком где-то там себя крутым читают, но по большому счету они умом не растут. Вы заметили этого? Никогда не причиняйте боль ни одному живому существу. Никогда не бей жену, не бей детей. Не делай этого. Никому руку не поднимай на улице, только потому, что ты сильнее его. Никогда на никого, потому что могущественный только Господь. Бойся Бога. Никогда не причини боль. Даже видишь собаку, видишь кошку. У нас какой-то странный, глупый менталитет. Собаку видит, возьмет камень, бьет. Как будто она тоже живая. Зачем ты это делаешь? Кошку, если видит, нормально не могут пройти мимо кошку. Как будто ты хозяин этого твара. Не делай этого. Вот почему наш народ, только большинство из нас черноработниками. Потому что мы постоянно завидуем, постоянно причиняем боль, мы думаем, что это правильно. Знаете, у нас не хватает терпения просто сидеть, нормально донести. Если чуть-чуть кто-то не согласен с нашим мнением, мы начнем наорать, накричать, руку поднимать. Мы звери просто. Я хочу вам сказать, на этой земле еще нету человека, которого Господь ради чего создал. Достаточно, чтобы кто-то чуть-чуть задевал вас, да вы готовы убивать его. Мы готовы любого удара, любого ругать, даже самого любого ребенка, который вы любите его. Вы готовы его так наказать, что ой-ой-ой. Когда человек станет умнее, что я понял? Я делал очень много способов, как расширять сознание человека. Колоссальные методики. Вы даже не представляете. Я их оттачиваю. Наступит день когда-нибудь, и это все я делаю огромной системой. Это такие колоссальные вещи.